Акрепсо коллегацва, хатер доску, хацарава, яхя, абраха, абснипи Хюндкарат университет информации о медиакоммуникации кой рухшача, имя паагойт, ацарава, абсна атурыхи, археологии, этнологии, аркафедра уссуйча, эйцердырва, хацарава, археологча, пресс-конференция. Уже ишсердруйте хэпи пресс-конференция ялаху урциге эйцердырва харахцарава аропаха уизге Алик Николай Пагабелия, аторухт факультет адикан, аторухт цара дыраква кандидат, доцент, Гарик Анатолий Па Сангулия, абсна аторухи археологии, этнологии, кафедра ауссуе, Яробаске, аторух культура тынха ахчереза, Хюндкарат усбарта айхаба. Сурам Михаил Па Сакания, абсна аторухи археологии, этнологии, кафедра ауссуе, абсна пи Хюндкарат университет, доцент аказарат цаю. Хипиха пресс-конференция зызку Йопа барт зызбухха зацарава имя пергоз археология цаараква археология тусураква ролцчаква яха ихршалот рақи хахраниqob ичцу яха жранз хзамдерваз алкааква иробаски апшаахква ичцу апшаахква ирзгна раqa иккул уртара язгвартот итого полхас идудзаны итого бехаяйз коллега пресса таусы зызуа хымпада архбана гарала хапя хайпара хайпылара крыцаску и пуларупхус бана гараз мукой бой расопса гибарт срево ужайба абсолютно Хюндкарат университет трус факультет ачы ишкан археология экспедиция реэкспедиция скын Кучбеяшта хайзишто, атопача, рица аюха чаишто, юко аторухт тенхаква, и тканя хозар адальменка рыцара. Дорогие коллеги, спасибо большое еще раз за то, что вы сегодня с нами. Хотел бы сказать, с 22 по 28 мая сего года мы использовали еще длинные выходные, там у нас был выходные несколько дней. Абхазский государственный университет организовал археологическую экспедицию. Конкретно кафедра истории, археологии, этнологии. По экспедицию по выявлению, можно сказать, и изучению мегалитических памятников в урочище Кучбеяшта. Сразу должен отметить, это очень важно. Экспедиция финансировалась Рытинским заповедником, курировалась отделом науки этого заповедника. Кучбеяшта – это интереснейшее место. О наличии памятников, мегалитических памятников, конкретно дольменов, было давно известно. Хотя вот я подробно посмотрел археологическую карту Юрия Николаевича Воронова, нет сведения до 60-х годов о том, что там могут быть дольмены. Необходимо отметить о том, что это не первая экспедиция наша. В 2004 году была организована Управлением историко-культурного наследия под руководством тогда Вадима Ильича Бжаня. Здесь есть ребята, то есть коллеги, которые присутствовали в этой работе. Тогда была проведена довольно-таки интересная работа по исследованию одного из дольменов. Почему я говорю одного из дольменов? Потому что вы знаете, коллеги, о том, что дольмены не бывают одиночными. Там, по всей видимости, группа дольменов. И тогда же был открыт еще второй дольмен. Дольменная эпоха – это эпоха очень важная эпоха для истории абхазского народа. Каждое открытие новый дольмен имеет большое значение для дальнейшего изучения именно этих больших проблем. Ну, должен сказать о том, что в экспедиции участвовали я, Гарий Анатольевич. В данном случае и Гарий Анатольевич, и Сурам Михайлович, они участвовали в работе этой экспедиции как
сотрудников кафедры, нашей кафедры. Работы эти наши были поддержаны Академией наук, археологической комиссией. Вот Сергей Миронович, как член археологической комиссии, помните, выездное такое срочное археологическое заседание археологической комиссии, по которому было принято решение, дано разрешение нашей экспедиции провести там эти работы. Дольменная культура Абхазии располагает группами дольменов, в отличие от северо-запада, в количественном отношении они уступают. Ну, по моей версии, я считаю, что это исходное положение дольменной культуры, их много не было. Вместе с популяризацией дольменов, значит, в эпоху дольменной культуры, чем севернее, северо-западнее, это хорошо известно, их становится все больше и больше. Чем мы приближаемся, значит, к Крыму, группы доходят до 100 дольменов, до 150. Но это последняя, конечная стадия развития культуры. Вот Абхазия в этом отношении тоже занимает один из первых мест, очагов распространения дольменов на Кавказе как таковой. Ну, в Западном Кавказе это не только ее родина, но дольмены типичные как таковые только считается вот на Западном Кавказе, на абхазо-адыгской территории. Так она и когда говорят о носителях, и говорят дольмены абхазо-адыгов. То есть это уже в науке сформировалось как таковое. Ну и в данном случае этот дольмен один, он как обозначен корытообразный, он очень редкий тоже. Значит, на северо-западе их много достаточно, по форме конфигурации они отличаются, отчасти они повторяют форму уже известных дольменов, составных, плиточных и так далее, идут от основного типа, но у нас в Абхазии он пока как таковой единственный, монолитный дольмен. К большому сожалению, значит, во время работ там учреждение, значит, находилось в советское время, крыша дольмена была сдвинута, она обскрыта, находок нет практически. Но вот эти исследования нового дольмена, открытого Сурама Сакани, дольмен номер 2 по номеру, а так и называется дольмен Сурам. Вот такое название было принято, когда экспедиция была от Абхазского тогда тоже, значит, университета. Рассказывают о тех работах, которые упоминают тут ранних, переповторили и вновь вспомнили, рассказали. И вот Абхазский университет в лице Чхамали записали. Вот, я думаю, в интернете можно найти до сих пор, оно есть. Вот. Ну, второй дольмен, он плиточный, не такой, как первый. Значит, к большому сожалению, значит, сравнивать монолитные дольмены, вывести хронологию, типологию в Абхазии нельзя, потому что алфавит из одной буквы не изучают. Был заложен раскоп, сетка квадратов, все как положено по методике археологических раскопок, и нам, значит, удалось там найти в одном квадрате даже древние орудия. Я хочу напомнить, что тесловидными орудиями они пользовались. Это, во-первых, пазы, отверстия, вот это дольмена. Вот диагональю они, и первый, и второй дольмен были ориентированы на север. Обычно по оси он как-то должен был определяться. Здесь тоже, наверное, не просто так случилось. Будем, значит, дальше доследовать. Ну и вот как приступили ко второму этому дольмену, мы тогда, значит, я помню, визуально так обследовано был второй дольмен тогда при первой поездке, но, к сожалению, так быстро вот это не удавалось, и, значит, это было решено, значит, руководством университета с участием Ритинского заповедника, который на себя взяла тоже ответственную организаторскую такую деятельность. Вот тут представители СГБ работу проводили, мы сейчас все подробности, которые знаем, не будем рассказывать. Естественно, охрана велась всеми силами, самим заповедником. Вот, благодаря Сергею Мироновичу тоже вот это, значит, быстрее это получилось. До начала вот этого активного, значит, туристического сезона было проведено, и удачно, я считаю. На самом пяточном камне, когда мы слои изучали, фотографировали, фиксировали, номера там отданы, шифры стоят везде как положено, мы успевали. Там, вы представляете работу археологов, это как препарация, всегда надо руки мыть чистые, надо нажимать на эти, это все быстро не сделать. Ну и здесь вот так удалось, значит, дойти до самого основания. Нашли отверстие. Отверстие не круглое. Часто бывает, что вот эта дисперсия дольменов на северо-западный Кавказ, значит, многие абхазские ученые это поддерживают, развивают, оно вероятно. То есть эпицентр один важнейший при переходной зоне от Сочи-Адлерского в Шапсукский район, северо-западный, подтверждается там вместо круглого отверстия иногда полусфера, даже квадратные и другие и так далее. То есть чем дальше они видоизменяются. Но вот этот прототип сохраняет. Вот здесь есть начало небольшое, которое, значит, это второй случай, один Вишера вот засвидетельствовал, отверстие, когда из круглого он немного растянут.
И причем точечной такой техникой, значит, проделано отверстие портальной части, это, я думаю, сознательно. И вот в углу, где вот, значит, кости, значит, покойников, предков, значит, будем говорить, наших предков древнейших, и находилась вот скульптура, каменная скульптура, как мы думаем, в начале мелового известняка, по нашему определению, вот обычно в археологической практике, как археолог определяет, скажем, не определяет, геолог, там, другой специалист, у них точнее. И, значит, я запросил, чтобы геологи помогли определить точно вот этот. Значит, представленные скульптуры изготовлены из светлого, это заключение, из светлого, слабо железненного, тонко дисперсного глинистого материала, сверху покрыта примазкой бурой глиной. Мы вот решили, я почувствовал хрупкость вот из практики, не мыть совершенно. То есть вот эта глина, она вот это изолирует, если помыть, она, знаете, может рассыпаться. И на самом деле она была покрыта глинистым еще слоем, то есть, видимо, вот этот цвет для них был важен, для древних. А вот сам вот этот слой, это очень твердосплавная глина, это каолин. Да, каолиновая глина, редкая глина, она есть вот в Нагорной части Абхазии, я думаю, подтвердят, вот, да, подтвердят, применялась, она очень близко к фаянсу, некоторые даже фаянсом называют, некоторые, но это не фаянс, естественно, это каолиновая глина. Я могу маленький пример привести. В Башкапсаре, когда нашли керамику, вот до войны было, там дата тоже 3-е тысячелетие, аналог, когда сделали, это Пандария делал по заказу, чтобы участниками вот этой конференции, ну, просто подарить им сувенир. И он поднял и бросил, она отскочила, не разбилась. То есть вот такого качества. Техника его изготовления имеет тоже значение хронологии, этапа развития и так далее. Тут вот применяется резьба, вы видите, значит, этой скульптуры, ноги прижаты у нее, руки прижаты, голова, вот первый случай, когда, потому что портретное изображение лица любого, позднее явление считается, но мы знаем, что скульптура как появилась, там была портретная, даже этап макетирования. Сперва ставилась натуральная черепа там и так далее, остальная доводилась уже искусственным методом, и когда, значит, наступил этап цивилизации, они стали как-то, значит, лица не обозначать. Ну, в целом, если сказать, можно упомянуть, что находки, то есть личные вещи, даже предметы костюма отсутствовали. Слой не был нарушен. Если они были бы, мы даже мельчайшую зафиксировали. Мы полностью, да, металла нет, других находок нет, кроме орудий труда и вот этой культовой практики. Почему мы думаем? Мы думаем, что керамика есть, вот отдельные фрагменты керамики, но предметы костюма везде присутствуют. Какие-то должны быть орудия, бронзовые топоры, украшения, даже символы власти, эти, значит, из 3 рожков крюки присутствуют во всех дольменах. Здесь вот мы считаем, что это классический вариант, один из исходных, когда должны отсутствовать. То есть обряд погребения как такой уже был совершен. Воздушный обряд, а это вторичный. То есть вот эта вторичность захоронения в самом классическом варианте здесь освидетельствована, почему вот ценность вот этих групп дольменов повышаются. Верхняя дата дольменов была установлена 15 веком до нашей эры, то есть когда они прекратили строить, но пользовались потом, но ранняя дата уже сместилась на 1000 лет. То есть так получилось с майкопской археологической культурой, так случилось с дольменной культурой тоже, мегалитической. Значит, теперь четко установлено, что трубчатые топоры дольменного типа с трубчатым втулкой до 15 века дожили, есть такие находки, абсолютно бесспорные, но что касается ранней вот этой древней даты, вот дольмен, который мы копаем, верхняя дата была 2400 лет до нашей эры. Теперь вы представьте себе ее удревнение. Это абсолютно возможно. Почему? Потому что это основной тип дольмена, плиточный, и причем не самый большой. Дело в том, что крупные дольмены всегда считались, значит, исходными, но крупные теперь не считаются самыми древними, потому что вначале они были небольшие, потом вместе с популяризацией, с культовой практикой стали их развивать, они стали большими, высокими по высоте и по профилю, по длинной профилю. Теперь, вот, исходя из этого параметра, один из ранних дольменов, как мы думаем, по материалу, по керамике мы можем судить, значит, всего лишь 3 находки орнаментированной посуды, больше нет. То есть нехарактерность вот этой орнаментации, там вот это тоже улавливается. И причем, чем древнее к основанию вот этого дольмена, значит, меньше материала развитого. Вадим Викторович Паечикает экспедиция и низкий пешбашку сорзы халагет ажра, а мне каритообразно хазурха. халагет юмшка геусауит ацанзиги хнет акарт кобраз КМТС захсуз рыман абна тургон
ҩынҩажә ижәах, ҩынҩажә шықәса рҟынӡа, аха аҩбатәи адольмен аԥшаара шԥаалак. Абри аԥхьа ҳанигаз ҳҭыԥ анылаҳхегьы, абас ҳҽеимыртаӷан гәаран ҟаҵаны абас ҳцап иҳәа. Кыр жәбозар поселение аzaҟалот, ани аzaҟалот, сара сҳәеит, игәасҭараны иҟоу исҳәан, сара ала дахьсыршьҭит амшын аганахь. Абри аҳаҟьақәа реиԥш иоуп рҳәада зырнатиоркақәа, убри жәбозар ҳазҿаҭыр ҳәа. Сышнеиуаз амаӷрақәеи ҳаскьынқәеи рҿы ахаҳәқәа еилажьуп. Иаасырҽызар анахь арахь зырнатиорка ҳазышьҭаз аазбеит, Димур Рыцҳабжьаниа даҟан. Саҳәҳәеит Димур абас избаз сҳәеит, Вадим нас деиҳабуп ихьӡҳәаны зыҿыҭуамызт. Рҿаархеит. Урҭ аанӡа ахьысрыцқьоз даҽа ҳаҟьак збеит. Иҵегь арыцқьара шаҿыз ианааиуаз аамҭа азыҳәан адгьыл иҵаҳәҳәон аҭӡамцқәа абарҭ аԥшьба. Урҭ анызба шьҭа агәра згеит ишдольменыз, даргьы ааит, ирҳәеит шдольмену. Шьҭа сыхьӡ ахиҵеит, Вадим Виктор-иԥа ус иҳәеит, ари адольмен Соловиов егьи ҳара иаҳдыруан, араскопка ааҳамӡацызда уажәоуп сзааз иҳәеит, ари аҩбатәи адольмен Сурам Сақани иԥш ааит, ихьӡ-ахәыԥ абри нахыс иҳәан, идневник аҿы длатәан ианиҵеит, мышкы зны архив аҿы шәоуазар убра ицырцыруаноуп. Иазышәҭахои ҭагалан ҳанца аусура азыҳәаны асахҭа насит. Асахҭа насит, аусгьы ҳзымуӡеит, абри шьамхы ашәпара, уаҭә ашәпара араҵәҟьа сыуит. Зурик Хонӡиа есымша ашәарыцареи аныҟәареи, ашьха ныҟәареи бзиа избо ауаҩы дҳацын, ашырҳәа бзыԥҭаҟа дылбааит. Иулагьы трасса днеин, машьынала бзыԥҭаҿ днеит, иуацәақәак рҟны амашьына дуқәа ааигеит ҳҭигарц адырҩаҽны ашьыжь. Аус муӡакәан убас ҳҭыҵит. Адольменгьы аҵыхәтәынӡа ижны ҳамаӡамкәан абас ҳаилгеит. Абыржәы Инга Васили-ԥҳа ныҟәарак еиҿылкааит, иҩнызқьи жәибжь рзыҳәа. Жәибжь ҳахьнеиз арҭ археологцәа усгьы ҵәыс ыҵарымҵар ҟалаӡом, ескусовет саҵәы рыҵарҵот, ус иоуп дара. Иабоуԥшааи адольмен абаҟа рҳәан, ашәа аласҳәан, сеиҭакәшеит ҿыцҳҳараӡа. Нас агәра аргеит адольмен сара ишысԥшааз. Уи азышәҭаху. Аха иахьа ус ахьаауаз адольменқәа Алик Николаи-иԥа ииашан иҳәеит, археологцәа зегьы ирдыруеит, адольменк ибӷалан џьара имцазар агруппа аҟазароуп. Уи агруппа шаҟа агәра згеит, избанзар уажә ҳаныжуаз иҵегьы абна ҳнылан анак гәаҳҭон, арак гәаҳҭон, ианамуӡах даҽаџьарагьы даҽа адольменк ыҟоуп. Ақьырмыт ақырҭқәа убра инынхоз аус аныруазтәи аамҭа ақьырмыт убра иԥшыха ауп, аҭӡамц иқәуп, мышкы зны са сҟамларгьы инеиуа жәбоуп. Даҽа адольменгьы иоуп, то есть уаҵәҟьа ушьҭа хԥа абарҭ еизааигәақәа иакымни каритообразно ҳзышьҭоу ыҟоуп. Акомплекс ҟалеит. Акомплекс ахьыҟоу анхарҭагьы аҟазар акәхап, анҵырҭагьы аҟазар акәхап. Уи абна игылои, адгьыл иҳәазои, адгьыл анаара иҟои унадыххылан агәаҭара уадаҩуп, уи инеиҵыху археологиатә комплекстә усура мҩаԥгатәуп, убысҟаноуп дара ахьынхозгьы, иахьыржуазгьы аҭыԥқәа зегьы еидкыланы уи ибаратәы инаалоуп. Аха ус зло абри аскульптура иааԥшызоуп, археологцәа убыс бзиа ирбоит, ирдыруеит, инситу ҳәа имырбгаӡакәаны, иԥымҽӡакәаны, иларҩынӡамкәан иаҟаз аҭыԥ аҿы абас абри аҷкәын изжуаз ихьӡ хашҭит, Аслани, Гарики, са сызҭалаӡом избанзар са сакӡомызт, арҭ аҩыџьа ирыгуп азыҳәан уа иҭалан иржуан. Арҵәааҳәа иҳәҳәа, Аслан иҳәеит, ари хықәымпылӡак збеит иҳәеит, ари скульптуроуп иҳәеит. Сашә сазҵаауазар хымԥада ари адольмен аҵкыс еиҳазар ҳәагьы искусоведцәа фантазиа рымоуп. Адольмен аҵкыс ақәрамазаргьы ҟалап ҳәа сгәы иоуп иахьагьы. Аха адуцәа срыцуп азыҳәан ирҳәо мыцхы сырԥыҩлаӡом. Агьы даҽакала сазнеиуеит сара. Адольмен ҟаҵазар ҟалоит аметалл цәырҵаанӡагьы. Ус иныҟалоуп. Абри ҳдольмен хәыҷы убри аамҭа иатәызаргьы ауеит. Я хочу поздравить не только наших археологов, которые вели раскопки, но и вообще всех археологов, всю нашу научную общественность с такой находкой, которую они сегодня представили с этой статуэткой. Уникальная она. Я могу сказать, что вот показали сейчас Хуапскую статуэтку, и когда мне показали фотографии Кучбаяштинскую,
то независимо от того, я археолог, не археолог, там, мгновенно я в своей интуиции всегда верю. Я мгновенно понял, просто не задумываясь, что это самая древняя статуэтка в Абхазии. По крайней Такого мере. мнения вот у всех, у Алика Николаевича, Да, у да. нас, у Шурама Михайловича, да. Оно видно. Да, это видно сразу, Везде видно, сразу с нальта. С нальта, не говоря о стилистическом анализе, потому что эта статуэтка, она более стилизованная, более такая примитивная по сравнению с хуапской. Вот. И почему я останавливаюсь, не говорю сейчас о дольменах, потому что о дольменах подробно мои коллеги выступали. А дольмены это, конечно, самый важный, один из важнейших периодов в нашей истории, потому что связан он непосредственно с этногенезом. Как раз в это время, 5000 лет тому назад, начал происходить распад единой проабхазо-адыго-хатской общности на отдельные элементы. Вот как раз начало это очень важный момент в нашей истории. Поэтому дольменная культура, она, в общем-то, как-то связана была с третьим тысячелетием, но вот в связи с этой находкой возникает вопрос, все-таки интерпретация, она понятна для нас, для всех, что это связано с абхазо-адыгским этнокультурным массивом, а с точки зрения хронологии, я не знаю, это дело хозяйское, вот археологи, они точно все, как это скрупулезно, как я их знаю лично, провели раскопки, но возникают еще другие проблемы. Вот, во-первых, если есть кости, можно сделать остеологический тоже анализ, это раз. Если есть керамика, можно сделать термолюминесцентный анализ. Это значит суть в том, что если глина, она первично уже проходила обжиг, у нее остался какая-то информация. И если ее вот сегодня нагреть до 500 градусов, то эти элементы начинают светиться. Вот эти элементы, которые находятся в самой глине. И там известно, что чем древнее черепок обожженный, тем больше светится. Вот можно провести, использовать для хронологии, абсолютной хронологии. Вполне. Да, вот это термолюминесцентный анализ керамики, а также спорно-пыльцевой. Спорно-пыльцевой это уже, там можно даже, если у вас послойная стратиграфия, можно составить какую-то биостратиграфию. На основе вот этого спорно-пыльцевого анализа, тем более такие анализы почвы проводятся, вот эти надо использовать. Почему? Я так это волнуюсь, переживаю за хронологию, потому что она может, вот эта статуэтка, она может стать интересным моментом. Куджбаяштинское лесничество, оно было присоединено к Рицинскому заповеднику в 1996 году. До этого эта территория интенсивно использовалась в хозяйственных целях. Там и вырубки шли, и то, что было найдено вот нашими археологами. И я часто задавалась вопросом, когда читала литературу по заповеднику, неужели на территории национального парка нет историко-культурных объектов? Но от Сангуара в альпийской зоне мы часто в своих маршрутах встречали. И есть они у нас и в урочище Уатхара, и на перевале Пыв, и выше, несколько таких вот, где я сама отмечала. Дело в том, что вот так в процессе разговора и работы с сотрудницей Анжелой Херсоновной такая мысль проскальзывает: на Куджбе были открыты дольмены. И тут у нас возникла идея обратиться к историкам, а где же эти находятся дольмены. Тогда я подошла к Алику Николаевичу, потом Хонзе попросили, он нас повез, сопровождал
к первому дольмену. И вот тогда была организована экспедиция такая краеведческая с участием студентов университета и сотрудников нацпарка. Вся эта территория была огорожена, был выставлен информационный щит. Задача нацпарка заключается в сохранении не только природных объектов, но и историко-культурных памятников. И вот там на этой встрече сказали, что есть второй дольмен. Позже на территории этого небольшого участка открывается карстовая пещера. И тут задача дирекции ставится, что можно сделать на этой территории, если мы будем развивать туризм вот в этом направлении, перегруппировать потоки не только на Гегу и не только на Рицу, но и на Куджбу, какие у нас есть там интересные объекты. Это огромная заслуга, поддержка дирекции в проведении таких исследований. У нас в отделе есть сотрудники и лаборанты, которые активно приняли участие, они оказали помощь в раскопках. Ну, естественно, мы очень рады, что вот такой труд, который с таких усилий стоил, оно увенчалось вот такой находкой, таким успехом. Дольмен – это для Абхазии не какое-то уникальное открытие, есть и другие факты, но находка вот этой фигурки, она достаточно уникальное само по себе явление, хотя на территории Абхазии это тоже не первый случай, всего лишь второй, но из всех известных находок этого типа я вот не встречал, чтобы были хотя бы две похожие, не то чтобы одинаковые, насколько я помню. Поэтому и эта находка в данном случае, она, конечно, уникальная сама по себе. И хотелось бы, чтобы больше внимания и больше времени мы уделили именно этому факту сегодня, потому что и вопрос датировки здесь стоит. Я не совсем уверен, что вот по тому, что она более в стилизованном таком виде сделана, что именно только поэтому можно ее удревнять, потому что, это не монеты, которые там можно проследить варваризацию изображения. Здесь может быть совсем другой подход. Это все равно, что какой-нибудь пришелец увидит картину Леонардо да Винчи и Шагала, и какой он сделает вывод, что Шагал это более примитивное, искусство, хотя разница большая. Поэтому тут надо хорошо, конечно, изучать и посмотреть аналогичные находки, которые имеются. А в целом, конечно, это мирового масштаба открытия, я считаю, с чем вас и поздравляю всех. Табур. Археолог сазухтан пьям тазухана хапшахква абасипш хайдитвалана енахапшала гаштахилосна ебахарбава адви яхтуи акала хазюхозер яхапа яхагуана гара яхуна ебухуна кахи яша копио акахи кылгалбасипш ена ахсобзен уи кахтавит ебшум конференция духа анаха абасип жехичка ойбзёб беге шудислухалот визша басипш экспедиция янамтазы ашерха шсаны ауспзиичканы шайт خمبدا حانس سبيشاليست في حسابلا حشيس يبزيع بقولشون أخاف سازا توصيب شوب إنه إنه زغام صوب أدلمن كوا أبسنا زغاق أو يق يجوا بساون يسحم يجدروب زعنا عين سكاس بخزي حي حق بخزار اللي دوخود أبسنا قدراس حأنزا بس بشواس حقهم كنا زأنزا يا سكويت ناس ويج أختويت ناخ مكان يبشانيقم سويانا قديق يس يعلبها يحزبشوا أبسو ميلاد يحزبشوا كلتورة دو زنا الله يوبشم وينس بخاتي وسوب أبشاخ بزي يقفزز يشد نحلوا سويانا قد أقوليز قد يشياشو عامت
كرزجي يشمكا كنا موزية تلاقي يختبوا أتب عن نقول يقشطبها يزبانو يوب وبس نأحم تلاق زنزنا يلا بشاخ خزنة زكوا أبستطور خز حقي حما كوزه حموزية شيء عزم كنا يخجز يلقام كنا نقلوا يعلوت زحنا وي حزب شوب تشنج يسمع خويته يشدحنا حول دقوق بسكالا أبشع ويتب خجك ستيخيت يزبخيت سلوخيت يتجي خمبدا يقفش عشرة فنيقوب يتجي شايد كلنا أبشع يفزيغ شو تكشر بزيغ. Я как представитель одной из адыгской нации, адыгской народности, как кабардинец, мне очень приятно слышать и слушать о том, что вы, ученые, вот на сегодняшний день даете нам возможность соприкоснуться с древней дольменной культурой через вот эти вот находки и узнавать, что было не 100, 200, 300, а несколько тысячелетий назад, до начала зарождения всех современных эпох, всех современных религий, все мировые религии, о которых мы знаем и которым мы следуем, и которые есть у наших народов, они гораздо моложе, чем та культура, что мы вот сегодня говорим, моложе на несколько тысячелетий, и современная культура есть историческое продолжение той культуры, а обряд захоронения тоже один из видов культуры народа. И еще один момент хочу затронуть. Здесь вот в Абхазии, если мы говорим о туризме, какое туристическое стадия не посмотришь, одни и те же направления, одни и те же туристические как бы маршруты, да, и иногда пишут новый маршрут, там какое-то вот название, здесь вот тоже во время диспута прозвучало, хорошо бы, так сказать, но тоже очень осторожно, очень культурно, чтобы не навредить, не дай бог, да, чтобы дополнить те вот направления историко-культурных маршрутов, которые есть в Абхазии, вот этими новыми направлениями, в том числе и частью Рицинского заповедника, о котором было сказано здесь. Но дополню, вам это лучше знать, я со стороны совершенно, так сказать, дилетантски здесь рассуждаю, но чтобы это вот познавательная часть для тех, кому это показывать, чтобы это ни в коем случае не навредило тому материалу, тем ценным, так сказать, не то чтобы экспонатам, тем ценным объектам, которые вот на этой территории вы находите. Еще раз мои поздравления с этим успешным научным открытием и пожелания дальнейшего, так сказать, не то чтобы популяризации, дальнейшего расширения информации и привнесения в информационную среду вот таких вот материалов. Да. Да, конечно, это в обязательном порядке. Спасибо вам. Дорогие друзья, я напоминаю, что формат сегодняшней нашей встречи называется пресс-конференция. Здесь присутствуют наши коллеги, представители средств массовой информации Абхазии, и поэтому я просил бы, если у кого-то есть вопросы, то можете задать нашим ученым. Пожалуйста. Нет вопросов? Тогда мы на этом завершаем свою работу. Я хочу поблагодарить наших ученых и всех тех, кто сегодня принял участие в нашем мероприятии. Отдельную благодарность я хочу выразить нашему многоуважаемому ректору, академику Олегу Алексеевичу Гвараме, который всегда оказывает всем нам всестороннюю помощь и поддержку. До новых встреч!